едем дальше. Новосибирская область уже. Чуть-чуть это свист поремонтировал, взял уже, засунул влажную салфетку. Там есть такие щели, вот примыкания вот этого козырька пластикового к стеклу. Ну, вроде потише стало. То я все хотел там замазать чем-нибудь, то жидкий грязь купил, думаю, ну, если что, чтобы ее смыть потом, если не оно. А она высохла и получилась как, ну, слой такой, как, ну, как краска. Я думал, она будет прям, ну, такая, как куча грязи, а она получилась как покрашенная цементного цвета. В общем, едем. Тут тоже новый прикол. Понаставили эти, ну, вот идешь, трасса нормально. 60 и табличка для грузовиков. И стоят эти камеры в скворечниках. У меня тут знакомый проезжал уже. Говорит, смотри, это все работает. Уже 2 раза прислали. И ему пока он Новосибирскую область. Ну, мне тоже, наверное, пришлют, потому что я что-то там пару раз этот знак смотрел. Ну, что-то скворечников вроде не было. А потом проехал. Смотрю знак и сразу взад, получается, камера. 2 места таких. Ну, имейте в виду, кто здесь катается, что-то. Надо 79 ехать. А я так иду на круизе, вон 87. Кстати, расход. У меня в Челябинске там снимали этот аккумулятор. Ну, что-то отсоединяли, и у меня суточные посбрасывались. Ну, вот это от Челябинска 1456. Проехал расход 24,9. Ну, самое низкое было 24,4. Ну, вот эти вот значки, кстати, только что сказал. Вот, видите, 60, табличка грузовик, камера. И вот камера. На скворечнике висит тоже. Что за дискриминация вообще? 60, чуть 20 вообще поставили. Короче, враг не дремлет, аккуратнее будьте. Так, ну и все. В общем, 21 тонна у меня груза. Такой расход. Ну, правда, поэтому по весам у меня показывают 19,3 на ходу. Ну, как остановишься, если 20700, это если ленивец подымешь. Но оно за счет погрешности, это я заметил, она гуляет, как бы меньше показывает, чем реально из-за передка. Передок же не на пневме, он как-то там математически, ну, рассчитывается. Плюс я сколько раз весы калибровал, всегда груженный, ни разу пустым не откалибровал. Ну, то есть у меня пустой груженный, передок не понимает, наверное, из-за этого вот эта погрешность вылазит. В общем, такие дела, катимся, в общем, тут потихонечку. Погодка 7 градусов уже, вчера прям еще тепло было в Омской области, а тут уже все, осень в Новосибирске. Ну, пора уже, конечно, что, конец сентября. Так-то надо, кстати, рассказать. Я ж привез диски еще кованые, вот эти литые китайские. Ну, Мейковилл завод по технологии Алкова. Все сделано. Ну, у них даже там на сайте завода висит партнеры Алкова. Они тоже, кстати, дают накат же получше. У меня там машина в дисках кованых этих. А на прицеп я так и не смог поставить. Ну, в Таганроге поехал, шпильки эти подлиннее надо просто. Диск 2,5 сантиметра толщина у него. Ну и получается, как бы запаска-то у меня на литом диске, но я ее когда ставил, как бы шпилька внутри гайки. Ну, как бы не очень. И вон шпильки у меня на полу там валяются, пакет 10 штук. Надо как-нибудь на шинке одно колесо снять, шпильки эти поменять. Ну, проверить, то ли или не то. Потому что в Таганроге по вину они говорят, не знаем мы. Снимай шпильку, вези, будем смотреть. И там у них там особо разнообразия не было. Потому я уже вот это по вину заказал. Они взяли по вину, нашли мои шпильки, точно такие же, подлиннее. То есть мне дали. Короче, надо проверочный этап пройти еще. Уже в следующий раз домой вернусь, обую прицеп. Кованые диски. Ну а что, батон получается 27 килограмм веса, а на ведущую ось 26,5. Ну а железная там как
как бы немецкие, вроде как они там в районе 42-43. Как бы разница есть. А китайский там кто-то взвешивал, говорит, вообще паутинник весит. Ну, батоновский диск именно. Такие дела. Ну, прикреплю фотки, как если получится. Что за диски хоть? И телефон прикреплю, там звоните, узнавайте. Так, если что, вот в Таганроге они у меня на складе. И товарищ мой, если что, отправляет деловыми линиями. А сейчас будем вести еще 135-й вылет дополнительно. Ну, где-то в конце октября, наверное, он приедет. И нулевой, у кого барабанные тормоза, ну, батоны. А 135-й напередок. Потому что многие спрашивают, но вот заморочились. Вроде нам сказали, в начале октября их сделают. Чертеж на согласование прислали, короче, посмотрели, да, дали отмашку. Ну, дизайн такой же, как у 120-го, только, ну, там по вылету чуть-чуть. В общем, такие дела, едем дальше, в общем, Новосиб впереди. Что-то опять эта свистулька начала свистеть. Да елки-палки. Думал, починил. Ну там. Ладно, в общем, до новых встреч в эфире. Посмотрим, что там будет. Едем дальше. Утренний старт. Так ничего, парит земля. Ну, как раз 0 градусов. Это Кемеровская область. Вот сейчас где-то будет Красноярский край начинаться скоро. Так, ладно, просто тормознуться. В целом день нормально будет. Вчера вот как-то Новосибирск дождь везде проходил. А это Мариинск только. А еще, то есть, до Красноярского края далековато. Ну, уже начинаются осенние цвета, заморозки, все такое. Еду, вычисляю, где стекло свистит. Но оно что-то перестало на большой скорости. Сейчас сбавит. Я же уже и там все облазил, и в зеркале, и там по низу. А оказывается, вот эта плоскость, просто прилегание резинки, ничего там такого необычного. Все вроде ровненько визуально. И оно начинает там. Вот, видите, скорость падает. Что с ним сделать, я не знаю. Просто примыкание вот этого стекла, видать, когда приклеили, что-то там промахнулись. Но никогда бы не подумал, что в этом месте, в общем. Там ничего выступающего нет, ну, в общем. Ну хотел рассказать, как оно начинает пищать, а оно молчит. В общем, ладно, продолжаем ехать до Красноярска 250. Я думал, ну, чтобы убедиться точно, этот скотчем, малярный есть скотч, залеплю так стойку, ну, вдоль стекла. Все это оно. Да, тут Сибирь без тайги. Ну, березки. Ну, я имею в виду
хотя вот елки пошли, да. Ну, в таком понимании тайга, как все представляют себе, здесь такого нету, да. Это там уже севернее надо уходить. Так, ну надо где-то завтракать еще, остановиться. Как-то эти места, я не знаю, все время мимо проезжал. Где тут чего интересного? Это Боготол поворот. Так, вот светофор на трассе, тема вообще отличная. Ну, надеюсь, повезет, сейчас проверяем. Лучше газу поддать. Потом тормозу, если не успеем. Ну да, секундомера тут нету, просто это. Тут тоже, да, такое величественное на Боготоле строение. Кто-то строил. Все время удивляются все. Столько денег вложено, видите? Уже почти все готово. Заборы, так все сделано. И в эксплуатацию не ввели. Что там у них случилось, непонятно. А так по трассе, ну это хороший бизнес, эти гостиницы, потому что, ну вот, по крайней мере, летний сезон, мы даже когда с Алексеем таскали прицеп, ну да, чтобы мы вместе в кабине, просто нигде в гостиницах не было мест. Ну там на востоке по трассе, ну перегонщики едут, просто нет мест, все забронировано, там по 3000 эти номера. Маленькая комнатушечка, там ну просто люди без сил приходят, падают, спят, там никаких вопросов, грубо говоря. Да. Короче, на трассе гостиничный бизнес тема. Ну, вместе в комплексе, понятно, кафешка, стоянка, все эти дела. Просто у нас, конечно, инфраструктура такая, ну, захочешь даже стоянку сделать, там, где, как нас считают, за подключение электричества, да и просто ровную площадку найти, чтобы машины не утонули. А если ее придется отсыпать, асфальтировать, то там уже такие цифры превращаются, что эти номера будешь отбивать. Ну, правнуки только отобьют стоянку. Ну, какой-то перекос вот в этом. По идее, там притрассовая инфраструктура, ну, должно как бы, ну, такие вещи субсидироваться, по идее, каким-то образом. Ну, потому что там огромное вложение с низкой отдачей. Ну, как бы придорожный сервис, да. А у нас так, может, даже найдешь свои деньги, все отсыпешь, сделаешь, а потом приедут дорожники и тебе забором отгородят, скажут, давай паутинник, чтобы въезд оставить. Ну, в общем, у нас в этом плане даже заправки там у нас, даже по М4 есть, как вот Грай-Воронец, самый прикол там. Газпром вроде заправка, и то не порешали, им забором закрыли. Они вечно там то так, то сяк заезды. Ну, может, сейчас порешалось, ну, как-то в 2012 году, в 2013, когда вот на Воронеж часто катался я, там было актуально, да. Так, дорожка так себе трясогусочная началась. Опа. Ну, в общем, не знаю, что рассказал, что заснял, едем дальше, да. Ну, с 20 тоннами, конечно, попроще ехать. Особо-то и не замечает машина. Ну и расход у меня 26,2 сейчас. Ну, это, правда, от Челябинска. Так бы, если бы не сбросили аккумулятор, то было бы... Ну, сколько? 32 я в Челябинск приехал. Ну, с Урала вместе, да? Ну, это московские пробки, Рязань вечером. 32 было.
А сейчас 26, это 58. А, ну в принципе да. Ну, если бы ничего не обнулял, то где-то в районе 28,5-29 было бы сейчас. Обычный просто расход с 20-кой, но ничего выдающегося. Так, а зимую посеяли. Вроде как. Ну, выглядит похоже на озимую. Хотя в этих, не знаю, в Сибири озимые. Обычно яровые что-то как-то сеяли. Почему у них тут твердые сорта пшеницы больше? В общем, ладно. Технологии сельскохозяйственного производства сибирские мне неизвестны. Ну, с виду озимая. А тут с виду не озимая. Ну, в общем, так, специалист я такой, в общем. Все, ладно, едем дальше. Тут перед Тулуном это булюшка. Вон, загорелось, что-то прицеп загорелся, не знаю, расцепились, нет, там пожарка вот сейчас развернулась, сейчас будет тушить. Тормознули нас, не знаю, тут вроде и гор таких нет никаких. Андрюха, а его там не видно, он расцепленный вообще. А, пожарные вон уже внутри прицепа, там я вижу, да. Да уж, попадос. Ладно, как говорится, не дай бог никому, но вон там заливают вроде все. Короче, пожарные тут заливают, он с досками. Что вода расцепился уже все. Блин, напротив. Что там? Андрюх, что там вообще? Ехать можно? Да, давай, ну так, потихонечку. Не крути рулем. Вон заливают, в общем. Да, попадос, говорит, колодки заклинило. Ну, пожарные тут рядом, в принципе, были. Ну, все равно там доски, их особо-то надо, там куча воды. Они разгорелись, наверное. Сухенькие еще какие-нибудь попались. Ну да. Че вот это, почаще останавливаться, смотреть. Видно, суппорт подклинил или что-нибудь. Ну да, ну и не заметишь, по большому счету. Как говорится, не дай бог никому. Прокоптились тут с конца. Ну это уже там, скорее уже огня нету, уже просто, ну, залили. Парит, дымит. Такие дела, вот в общем, дорога. Нашла маршрут быстрее. Спасибо, но не надо. Но вечно как найдет маршрут быстрее, так хоть стой, хоть падай. Ладно, в общем, едем дальше. Тем временем это поселок Тельма. Ну, уже ранненько утром выехал. Не, смотрите, как светится. Что-то я вечером, по-моему, не снимал. Ну, многие снимали. Тут храм стоит. Это Иркутская область. Усолье-Сибирская. Проезжайте, следующий. Тельма. Не знаю, как оно будет видно. Да, смотрится отлично. Тут уже этот, кто прошлой ночью проезжал Култук, снег там был прям нормально. Не знаю сейчас что будет. Тут в принципе плюс 6 сейчас. Ну там в горах может и будет снег. Наверное, на Култуке. Ну мне туда еще 100 где-то. Это чистых ключей.
Поглядим, короче, скоро будет включение. Так, а тут не знаю, как она там ночью слабовато снимает, не знаю, или какой-то режим надо включить на камере, или FPS поднять. Это у меня, ну, кадров в секунду. Ну, кстати, хорошая пельменная вот здесь. Но я как не проезжаю, тут все машинами заставлено, и стать негде. Ладно, в общем, едем дальше.